Какие разные эти слова «женщина» и «война». Женщина дает нам жизнь, а война ее забирает. Однако в годы войны эти два понятия шли бок о бок. События тех военных дней навсегда останутся в наших сердцах. Судьба женщины-матери в Великой Отечественной войне самая сложная, самая трагичная. Ведь она ценой своей жизни спасала своих детей, отдавая последний кусок хлеба. Никогда не падали духом, подбадривая своих детей, твердо верили в победу. Перед вами бюст матери-героини Анны Николаевны Охлопковой, жены знаменитого снайпера, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Анна Николаевна родилась в 1918 году в Сосыльском наследии Баягантайского района. Когда ей было 3 года, умерла мама, затем отец. Поэтому она воспитывалась в семье дедушки Егорова Тимофея Егоровича. До замужества работала в колхозе на местности Хаджма на левом берегу реки Алдан. В 1936 году выходит замуж за будущего героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. В 1936 году Анна Николаевна выходит замуж за будущего героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Они жили в 3-м Баягантайском наследии в село Крес-Халджай. В то время наследие входил в состав Татинского района. Когда муж ушел на войну, Анна Николаевна осталась с 2 детьми маленькими и работала почтальоном в наследии. В 1964 году стала матерью-героиней, а затем муж Федор Матвеевич Охлопков стал героем Советского Союза. Простая труженица Анна Николаевна во всем поддерживала своего мужа. Все домашние дела лежали на ее хрупкие плечи. Когда умер герой Советского Союза Федор Матвеевич, она одна вырастила и подняла на ноги своих 10 детей. Сейчас герои Охлопковы имеют 23 внука, 20 правнуков, которые живут и работают во всех уголках нашей республики. Многие жители Якутии знают Федора Матвеевича Охлопкова как героя Советского Союза, великого снайпера. Между тем, до войны он был организатором колхоза в родном наследии, стахановцем прииска Аращан золотоносного Алдана. В послевоенные годы народ его избрал депутатом Верховного Совета СССР. Федора Матвеевича представили к званию Героя в годы войны, но заслуженную награду ему присвоили только в 1965 году. Тогда высокой награде обрадовались все жители республики. Земляки тут же сложили об этом песню, которую с гордостью поют до сих пор. В списке самых именитых снайперов Великой Отечественной войны Федор Матвеевич занимает 3-е место. Добрый день, меня зовут Елена Владимировна. Я методист культурно-образовательного отдела Якутского музея имени Ярославского. И сегодня я расскажу вам о Вере Кирилловне Захаровой. Первой якутской девушкой, севшей за штурвал самолета в годы Великой Отечественной войны, была Вера Кирилловна Захарова. Вера Захарова родилась в 1920 году в Алёкминском улусе, селе Дөлкөй, Якутская ССР.
Маленькая Вера с детства была увлечена самолетом, и она записалась в аэроклуб, еще будучи школьницей, и занималась, значит, там она овладела искусством пилотирования модельного самолета ПО-2 и совершила более 19 прыжков и получила звание инструктора-парашютиста. Когда началась война, Вера Захарова вместе со своими подругами из аэроклуба Еленой Дворянкиной и Анной Ременниковой добровольцами подали заявление с просьбой направить их на фронт. Якутянки попали в 141-й отдельный санитарный авиаполк Первого Белорусского фронта. И Вера быстро освоила профессию крылатого санитара, ухода атак от мессершмиттов. И в день она 3-4 раза вылетала на линию фронта, вывозила тяжело раненых. До августа 1944 года Вера Захарова вывезла более 200 тяжело раненых и доставила их в тыловые госпитали. За боевые заслуги Вера Кирилловна Захарова была награждена 2 орденами Отечественной войны 2-й степени и медалью за победу над Германией 1941-1945 годов. В этом году Вере Кирилловне Захаровой исполнилось 100 лет со дня рождения. И в честь этой даты в ее родном селе Делькёй Алекминского района Улуса был открыт сквер в честь ее имени. И в городе Якутске, в Новопортовском квартале, одна из улиц будет носить имя Веры Кирилловны Захаровой. Высшее партийное руководство Якутии в тяжелое военное время в 1942 году приняло решение переселить в принудительном порядке 41 колхоз Чурапчинского района в Северные Улусы для добычи промысловых рыб. Так началась одна из самых скорбных страниц в истории Якутии — Чурапчинская трагедия. В конце 30-х, в начале 40-х годов в центральных районах Якутии началась большая засуха. И эта засуха коснулась почти всех земледельческих и животноводческих районов Якутии. И положение у населения усугубляли тяготы и страдания, связанные с началом Великой Отечественной войны. И в связи с тяжелым продовольственным положением в стране и на фронте руководство страны приняло постановление в 1942 году о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока. Согласно этому постановлению было решено переселить 41 колхоз Чурапчинского района в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Таким образом, было переселено около 5000 человек, точнее 4988 человек, в том числе 990 детей. В основном это были, конечно же, старики, женщины и дети. Каждому переселенцу было положено взять с собой не более 16 килограммов груза, в том числе и продуктов питания. И переселение проходило в зимние месяцы, в конце октября 1942 года, когда уже наступили морозы, холода, когда уже лежал снег. И вот на таких телегах грузили людей и везли до Нижнего Бестяха. Ехали несколько суток. И люди под открытым небом находились в течение 2-3 недель. Затем их погружали на баржи или другие суда, которые просто не были приспособлены для перевозки людей. Поэтому очень многие умерли в дороге. А тех уцелевших высаживали иногда где попало, даже на пустынных берегах, где их никто не встречал. Не было подготовлено для людей ни жилья, ни продуктов питания, ни самых первых необходимых предметов для существования.
И таким образом из-за плохих организационных мер, из-за плохих условий проживания, из-за плохих условий труда, от голода и непосильной работы очень многие умерли. Погибло около 2000 человек. И спустя спустя 3 года новое советское партийное руководство Якутии при ходатайстве первого секретаря обкома КПСС Ильи Егоровича Винокурова приняли решение вернуть переселенцев обратно на родину. Но вернулось всего 1108 человек. И несмотря на все страдания и тяготы, чурапчинские переселенцы, колхозники внесли огромный вклад, большой вклад в дело общей победы. Здесь у нас на выставке, на стенде показаны фотографии, личные вещи, письма, документы участников чурапчинского переселения. Можете ознакомиться поближе, посмотреть. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я методист культурно-образовательного отдела и расскажу вам о детях войны. Во время Великой Отечественной войны на территории нашей республики не проходило военных столкновений. Однако каждый день был посвящен борьбе за победу. И в этой борьбе принимали участие в том числе и дети. А с началом войны дети 6-летнего возраста, они наравне со взрослыми работали не только на шахтах, заводах, в полях, но также и на золотых приисках и на добыче пушнины. У нас на стенде можно заметить нормы дневной выработки сельскохозяйственных работ для детей от 12 до 16 лет. Однако не только дети старшего возраста принимали участие в деле победы, но и дети 6-летнего возраста также активно участвовали в помощи фронту. В чем это было выражено? Например, воспоминания моей бабушки, она была 35-го года рождения, и к 41-му году ей исполнилось 6 лет. Она часто рассказывала, что они подготавливали посылки для фронта, шили торбоза, шили теплые меховые варежки из зайчиков, которые старшие братья добывали. И все силы нашей страны, не только в Центральной России, но и в нашем суровом крае, были также положены на дело победы. И дети также принимали активное участие. Несмотря на свой юный возраст, они также делают вклад в победу нашего государства, активно участвуют в сборах сельскохозяйственных, в сборах пушнины. И юный возраст их не останавливал от вклада в дело победы. И сегодня на праздниках Дня Победы мы чествуем и детей Победы, ветеранов этой Великой Отечественной войны. У меня есть вопрос. Да. Зачем эти QR-коды нужны? Эти QR-коды нужны для того, чтобы, посещая наш музей, вы могли получать дополнительную информацию с наших стендов. Если дети выдыхались, например, во время работы, им давали выходные или они все равно работали? Нет, они работали все равно, но вкладывая свой труд. Они физически не могли работать? По болезни, например? Да, если вы не прям с кровати вставать. Ну, конечно, в таком случае дети восстанавливали свои силы или выполняли какую-то работу легкую, посильную к ним. И здесь нужно отметить, что детей не принуждали к этой работе. То есть сами дети высказывали свои желания в помощи фронту, потому что у многих родители сражались. И здесь тоже на стенде мы видим письма детей, учеников 2 класса. И здесь нужно также сказать, что дети не только работали, они, посмотрите, они продолжали заниматься в школе. И не только теми предметами общеобразовательного характера, но также они проходили всеобуч в школе. Мы здесь можем заметить, как они занимались сборкой, разборкой автоматов, в том же деле и занятия по каким-то санитарным нормам, то есть как правильно перевязывать людей. То есть это все тоже проходило добровольно, и дети сами выражали желание помогать фронту. И в своих письмах они также пишут, что и
желаю обрадовать отцов, которые находятся на передовых позициях, что они и учатся хорошо, и помогают родителям, и в то же время делают какие-то заготовки для фронта. Например, вот также сбор различных облигаций, которые большие суммы собирались, и даже средства выделялись на постройку танковых колонн. Детский подростковый центр при грантовой поддержке Целевого фонда будущих поколений реализует проект «У войны не женское лицо». Этот проект направлен на сохранение исторической памяти о женщинах-воинах, женщинах-труженицах, матерях, детях войны, которые внесли огромный вклад в великую победу в Великой Отечественной войне. Сегодня вместе с Якутским музеем имени Емельяна Ярославского мы создали для вас видеоэкскурсии по экспонатам музея, посвященные Великой Победе.